Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Саха Тятим Саха Раджиата. За режиссерским пультом сегодня Мария Новгородова и Михаил Эверстов. У микрофона ведущая передачи Любовь Саровацкая. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать все интересующие вас вопросы по нашим телефонам 320066 и 321166. А сегодня у нас в гостях в студии глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев. Добрый день, Евгений Николаевич. Здравствуйте, Любовь Дмитриевна. Евгений Николаевич, вот буквально недавно закончились ваши встречи с населением, где были подведены итоги работы за 2025 год, ну и была показана работа за 5 лет. Что удалось добиться за эти годы и что еще предстоит сделать? Вообще, надо отметить то, что программа, с которой мы шли в 2021 году, была на тот момент казалась очень такой серьезной, прорывной, включала в себя амбициозные задачи. И по прошествию 5 лет я удивляюсь тому, что по многим показателям мы в несколько раз превысили те планы, которые ставили себе в 2021 году. Например, по дворовым территориям многоквартирных домов мы планировали отремонтировать 45 дворов. По факту получилось более 160. Автобусов планировали обновить 40 штук, получилось 174. По автомобильным дорогам более 200 километров сделали с 2019 года, тоже превысили показатели. По вводу жилья многоквартирных домов и индивидуального жилищного сектора превысили показатели. И эти все такие серьезные показатели очень сильно отражаются на общей экономике города. Все национальные проекты, которые реализовывались за 5 лет на территории города Якутска, были все реализованы. Не было такого, чтобы мы какие-то показатели не достигли. Поэтому по городу Якутску за 5-летку проведен масштабный дорожный ремонт, масштабное строительство социальных объектов. Только в отрасли образования 14 объектов реализовано. В отрасли здравоохранения построена поликлиника на территории Гагаринского округа, онкологический диспансер, кардиососудистый диспансер. И ключевое событие, которое является такой вот вехой исторической, это утверждение и принятие мастер-плана города Якутска. Это стратегический документ, который нам позволяет уверенно сегодня смотреть в горизонте до 2030 года и иметь четкие цели. Наличие четких целей требует от нас осознанной командной работы с правительством республики, с правительством Российской Федерации для достижения всех планов. До 2030 года наш мастер-план включает в себя 95 проектов, которые должны быть реализованы. И это будет отличным подспорьем и выходом на новый уровень исторический развития нашего города в преддверии его 400-летнего юбилея. Вот вы один из немногих руководителей, который очень много встречается с населением. Высказывают ли они свои боли и какие проблемы на сегодняшний день самые ключевые у населения города? Конечно, любая встреча, любая коммуникация с населением для меня лично имеет следующую цель. Да? Мне важно услышать от населения реальные проблемы, реальные предложения от тех людей, которые нашли время прийти, встретиться. Как правило, это после завершения рабочего дня. То есть люди выбрали пообщаться с представителями окружной администрации, мэрии, а не посидеть дома или заниматься своими делами. Поэтому очень внимательно относимся к каждому обращению, которое поступает от населения на таких встречах. У меня у самого подход, я очень часто, практически на каждой встрече прошу перед тем, как начнется вопросы-ответы сессии, я прошу, хвалить не надо, надо сразу лучше, если ругать, то критиковать, пожалуйста. Поэтому очень внимательно относимся ко всей поступающим жалобам. Если сделать наиболее 5 острых проблемных вопросов, которые чаще всего звучат, то, безусловно, на первом месте я бы поставил проблему ветхого аварийного жилья.
Это существующая проблема. К сожалению, она широкая, объемная. Более 1000 многоквартирных деревянных домов сегодня имеет статус ветхого и аварийного. По 27 из них есть вступившие в законную силу судебные решения. Более 90 домов имеют решение комиссии КЧС по состоянию близкому к обрушению. И это вот та сложность объективная, которая необходима для решения сегодня. Почему это большая проблема? Вот если объяснить в деньгах, для того, чтобы выкупить все жилье у граждан, потребуется минимум 80 миллиардов рублей. С учетом того, что бюджет города Якутска на 2026 год пока составляет около 33 миллиардов рублей. И это на все? Это на все. Большая часть из них, более 20 миллиардов рублей, это функционирование системы образования. То нам и 100 лет не хватит, чтобы только за счет города все это переселить. Поэтому здесь очень важно, чтобы была принята дополнительная наша потребность, учтена в формировании 3-й федеральной программы по переселению и была включена в республиканскую адресную программу. Вот то жилье, которое было признано аварийным с 2012 по 2017 год, мы ее практически, эту программу закончили. Сейчас работаем над дальнейшим расселением, но здесь мы очень с большой надеждой относимся к поручению президента. Владимир Владимирович Путин поставил задачу в 2023 году расселить ветхое аварийное жилье в городе Якутске до 2030 года, признанное таковым на момент 1 сентября 2023 года. Мы с 1 января 2017 года такое жилье, если посмотреть, в городе Якутске 937 домов за этот период были признаны аварийными. Поэтому это поручение адресовано в адрес правительства Российской Федерации, правительства Республики, но, безусловно, муниципалитету. Я надеюсь, что мы в командной работе сможем выработать действительно рабочую дорожную карту с выделением необходимых объемов финансирования с федерального бюджета, с регионального, с местного, чтобы расселить эти 937 домов к 2030 году. Тогда, пожалуй, мы выйдем на качественный новый уровень благоустройства в целом по городу. Проблема аварийного жилья касается всех, без исключения, поскольку, вот, если посмотреть уже принятые обязательства, исполненные по 2025 году, то мы более $500 миллиарда рублей направили с городского бюджета на расселение из ветхого аварийного жилья. Десятки миллионов рублей тратим на поддержание технического состояния этих домов. Это очистка снега, постоянная откачка, поддержание в работоспособном состоянии системы электропроводки и так дальше. Ну, то есть это постоянные огромные расходы. Если бы, допустим, не было этой проблемы ветхого аварийного жилья, то сотни миллионов рублей ежегодно можно было бы отправлять на другие вопросы городские. Ремонтировать детские сады, школы и так дальше. Вторая по значимости проблема, которая поступает от населения, это все, что связано с дорожно-транспортной инфраструктурой. Просят теплые остановки, просят дополнительные автобусы, просят асфальтирование той или иной дороги. Все, что касается дорог, от светофоров до остановок условно. Ну, здесь нужно отметить то, что дороги мы строим, рекордными темпами строим, ремонтируем, но город растет, и ежегодно мы растем примерно плюс-минус там, от 5 до 6, порой и 7 тысяч человек. Поэтому появляются новые квартала, новые районы, которые необходимо транспортно связывать. Что касается автобусов. Вот, по автобусам обновление идет, мы будем продолжать это делать. Третья проблема, с которой звучат, это перегруженность объектов социальной инфраструктуры, перегруженные школы, детские сады, очереди в учреждениях здравоохранения. Это связано с бурным ростом города Якутска. Четвертая проблема, с которой чаще всего я сталкиваюсь, это алкомаркеты, наливайки, работа ночных клубов. Ну и пятое, я бы сказал, это пыль, которая присутствует в городе. Вот наиболее 5 таких постоянно звучащих проблем, которые мы получаем. Нам вот подсказывает то, что поступил звонок в студию. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Из города Якутска, Слепцов Николай Дмитриевич, Губинский округ. Но вы сказали, что нельзя хвалить, но я полагаю, что все-таки пару слов надо сказать, что все-таки вы работаете, ваша команда хорошо работает. Спасибо, но, Николай но Дмитриевич. Все-таки есть у меня замечание такое. В прошлом году я в феврале был на приеме, личном приеме.
И мы говорили, что надо бетонировать от забора до корпусов 5-6 корпусов 92 микрорайона. Специалисты ваши сказали, что это сделают, но до сих пор не сделано. И второе, последнее. Неправильно объявляют остановки. Об этом уже третий год уже пошел. Я вашим специалистам говорил, они говорят, исправим, до сих пор, вот, например, говорят, городская стоматология, но стоматология уже 4 года переехала на другую улицу. Ну, остановка осталась с названием. Название до сих пор, как 4 года назад объявляют сегодня. Да, Николай Дмитриевич, есть такая проблема, просто многие привыкли к названию этих остановок. Я знаю эту проблематику, есть много предложений там по переименованию, по прочему. Это обязательно рассмотрят, просто несвоевременно изменение остановок, названия, оно как-то вот есть этот факт. Люди привыкли, она так и осталась. Условно, учреждение здравоохранения переехало, но оно так и осталось. Принято будет, отработают, чтобы по-другому как-то назвать эту остановку. Вот в народе привыкли, что стоматология. Вот есть стоматология. Все едут до этой остановки. Даже люди, которые не в стоматологии едут, но живут рядом, говорят, выйдите на остановке стоматология городская и там сколько-то метров пройдите до нашего дома или до адреса. Поэтому здесь подумаем по присвоению нового наименования этой остановки, как можно было сделать. По 5-6 корпусу посмотрим, так понимаю, это дворовая территория. По асфальтированию, я так понимаю, приведению в капитальный ремонт. Здесь стоит отметить то, что, Николай Дмитриевич, я вспомнил вас, вы были у меня на приеме, действительно. Речь шла о том, чтобы постараться включить данные адреса в заявку на проведение капитального ремонта по той программе, которую мы запустили в городе в 2021 году. Для этого нужно провести общее собрание жильцов, составить протокол общего собрания жильцов и через территориальное орган управления, через Губинскую управу, либо через департамент градостроительства и архитектуры подать заявку для включения в реестр, в очередь стать на проведение капитального ремонта. В этом случае мы сможем все это сделать грамотно, с необходимыми всеми, соблюдением всех необходимых требований по капитальному ремонту. А так, к сожалению, просто зайти заасфальтировать, это очень тяжело, поскольку дорогое удовольствие, и это получится только сделать в рамках ямочного ремонта. Если полностью от фасада до фасада ремонтировать, менять покрытие асфальтобетонное, либо бетонировать, это нужно уже по программе капитального ремонта. Я должен был объяснить это все. Пожалуйста, проведите работу с вашими руководителями управляющей компании, либо товарищ собственников жильцов, и по общему собранию подайте заявку. Спасибо. Евгений Николаевич, одной из ключевых задач в вашей работе вы ставите борьбу с алкоголизацией, да? Борьба с наливайками, так называемыми. Чего добились за последние годы? За пятилетку, если вот сказать, посмотреть в ретроспективе, потому что вопрос формирования устойчивого мнение у населения по поддержке здорового образа жизни, либо ведение антиалкогольной повестки как нормальной, это вопрос ни одного дня, ни одного года. Нужно мыслить здесь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По сути дела, мы сегодня формируем ту среду, которая идет на воспитание сегодняшних школьников. Поэтому популяризация, вообще снижение потребления алкоголя, это и есть наша самоцель, с которой мы идем. Снижение инфраструктуры неосознанного потребления алкоголя – это первое, что нужно делать. Всемирная ассоциация здравоохранения подтверждает это практикой мировой, когда сокращается количество магазинов, где можно купить просто алкоголь в открытом доступе в любое время, приводит к математическому снижению алкоголя. Это доказанный факт. И в наш город Якутск не является исключением. Вот если посмотреть с точки зрения двух основных субъектов, которые реализуют алкоголь. Первое – это алкомаркеты, которые продают алкоголь с получением лицензии, крепкий алкоголь. Их количество с 2021 года сократилось с 337 до 270. Снижение произошло практически на 20%.
снижение этого количества алкомаркетов нам дало снижение за эту же пятилетку потребления алкоголя на 24% на душу населения. На 24% меньше стали пить. Ну, то есть, по сути дела, каждая 4-я бутылка водки не выпита. И это отражается с прямым образом на безопасности в городе. На 23,7% меньше преступлений в состоянии алкогольного опьянения произошло в городе Якутске в 2025 году по сравнению с 2021 годом. Это есть результат нашей большой комплексной совместной работы, которую мы ведем и с органами правоохраны, в первую очередь с Министерством внутренних дел, межмуниципальным управлением МВД по городу Якутску, со всеми надзорными органами, которые вместе с нами помогают работать. Это Роспотребнадзор, МЧС, это прокуратура республики, прокуратура города Якутска, Федеральная налоговая служба, это наша административная комиссия, управление муниципальных инспекций, это наше взаимодействие с Координационным советом по предпринимательству города Якутска. Потому что вторая категория, как правило, это субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают под прикрытием общепита, так называемые наливайки. Вот их максимальное количество в городе Якутске доходило до 140. Сегодня их по факту в городе Якутске работает 86. Где-то что-то закроется, где-то что-то откроется, поэтому цифра нестабильная, да? Но мы ведем системную работу по их сокращению. Вот поэтому и будем это продолжать делать, поскольку снижение потребления алкоголя это задача, которая должна быть поставлена во главе угла, поскольку ни к чему хорошему не приводит употребление алкоголя в том формате, который он был, и в том формате, который он считался нормой. Да, этого не надо делать. То есть сейчас уже очевидно и понятно, что молодежь, которая растет в городе, должна видеть, что власти против этого, что власти поддерживают здоровый образ жизни, проведение спортивных мероприятий. При этом мы за то, чтобы молодежь держалась дальше вообще от этого. Вообще, вот, ну, как бы на ваших встречах, да, во время отчетов звучало такое предложение, чтобы вывести за пределы территории города алкомаркеты, да, ну, чтобы тот, кто хочет выпить, пусть он специализированно едет там за город, закупается, но чтобы в городе не было. Тот, кто хочет выпить, мне кажется, и на Луну долетит. Если, да. А вообще это реально, вот, допустим, алкомаркеты, специализированная как бы территория за территорией? Мировая практика показывает, что это реально. Это даже есть реализовано в Европе. То есть понимание того, что это работает. Поэтому здесь на самом деле вопрос этот нужно решать и ставить только перед населением города Якутска. Первая ласточка, которую мы сделали, это вот увеличение расстояния до 300 метров для тех, кто хочет получить лицензию по продаже крепкого алкоголя в 2021 году. Она дает эффект. То есть нету в центральной части города Якутска федеральных сетей, которые не могут зайти, поскольку нету новых локаций для появления новых алкомаркетов. Везде либо школы, либо детские сады. Вопрос, который я ставлю на каждой встрече с населением, с реальным населением, которое пришло, не в интернете, это предложение увеличить расстояние от социальных объектов, в частности от школ, сделать так, чтобы там либо на расстоянии 600 метров, либо километра не было возможности получить лицензию для продажи крепкого алкоголя. И подавляющее большинство, если быть конкретным, 80% выступает за то, чтобы в радиусе километра не было алкомаркетов. И вот если мы сделаем километр, то практически через 5 лет, там, по прошествию срока лицензии действующих субъектов, в городе Якутске не останется алкомаркетов в центральной части города Якутска. Вот это и есть наша такая вот вопрос, который мы задаем населению, и с которым я планирую в 2026 году отработать уже более публично, более широкую аудиторию охватить. Надо будет, зайдем с этим решением в Якутскую городскую думу. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы буквально сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня в гостях у нас глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире передача «Якутск сегодня». Сегодня у нас в гостях в студии глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев. И вот нам подсказывает, что поступил звонок в студию. Добрый день. Пожалуйста, говорите ваш вопрос. Алло, добрый день. От жильцов квартала В, от, пожилых людей, можно сказать, есть предложение. Вот, 101 и 103, они ездят по Чернышевского, потом по проспекту Ленина. Вот, есть предложение, чтобы один из них, из этих автобусов, 101 или 103, имели остановку второй универсам по Кулаковского. Такое возможно. Пожалуйста. Хорошо, здравствуйте, мы отфиксируем ваш вопрос, попросим, чтобы его рассмотрели на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с представителями госавтоинспекции, с представителями муниципального унитарного предприятия ЕПАК, кто обслуживает 101 и 103 маршруты, о технической возможности, о безопасности и о целесообразности для изменения действующей маршрутной сети. Это решение я не могу принять один здесь. Оно принимается коллегиально, в первую очередь с учетом мнения комиссии по безопасности дорожного движения. Поэтому вас сигнал отфиксируем. Сегодня я поручение даю представителям городской дорожно-транспортной службы подготовить и внести данный вопрос на рассмотрение комиссии безопасности дорожного движения. Спасибо. Еще один звонок в студию. Здравствуйте, говорите. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Вот семья Васильевых. Нас интересует именно 12-й километр Тускуле, газификация. Когда планируете, нынче или в будущем году? Спасибо. Да. По микрорайону Тускул следующая ситуация. Для того, чтобы газифицировать микрорайон Тускул, необходимо провести работу по модернизации газораспределительной станции Хатасская. Значит, там необходимо установить новое оборудование, которое будет отвечать возрастающему объему потребления газа за счет подключения новых абонентов. И в самих Хатасах порядка 1000 абонентов надо подключить. Урожая на улице и рядом с ней стоящей. И дальше получается движение в сторону микрорайона Тускул, на ту сторону Покровского тракта. Так вот, оборудование было закуплено. Оно сегодня находится на складе у Сахатранснефтегаза. Значит, Сахатранснефтегаз готов провести эти работы при определении источников финансирования. Поэтому мы встречались с генеральным директором Сахатранснефтегаза Алексеем Засимовичем Колодезниковым по этому вопросу. Находится как один из приоритетных вопросов с точки зрения выполнения планов по социальной газификации на территории города Якутска и решению ключевого инфраструктурного вопроса для микрорайона Тускул. Мы определили коридоры для прохождения сетей газоснабжения с учетом дорожной сети, которую мы уже на протяжении 3 лет строим на вашем микрорайоне Тускул. Я надеюсь, что удастся решить вопрос с финансированием в течение 2026 года, и тогда реальная газификация пойдет уже конкретных домов с 2027 года. Сегодня задача перевооружить АГРС и проложить сети высокого давления в сторону Тускула. Эта задача, я думаю, если найдется финансирование в течение 2026 года, решится. Спасибо. Еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Это житель города Якутска Григорий Захаров. Вот с другими регионами, да, близлежащими, Хакасия, Тыва, там, вы связи имеете? С дальневосточными регионами, со всеми мы поддерживаем отношения рабочие. У нас много общих вопросов с точки зрения климатических особенностей, логистических связей. Нас объединяет также
в рамках Дальневосточного федерального округа мероприятия, которые проходят под руководством полномочного представителя Юрия Петровича Трутнева, полномочного представителя президента Российской Федерации. А также мы имеем устойчивые связи с нашими городами-побратимами, например, вот город Нижнекамск на территории Республики Татарстан. И вот вопрос у меня, да, вот насчет инфраструктуры. Республика Хакасия, город Абакан. Там, оказывается, у них в первую очередь, перед тем построить дом, они вот инфраструктуру требуют. Дорогу, стоянки, озеленение. После этого им дают на строение дома разрешение. Вот из-за этого у них, оказывается, земли не воруют, инфраструктура хорошая, дома, стоянки, все нормально. И вот еще второй вопрос. Я там был и ни одной штрафующих камер, видеокамер не видел. Там стоят, конечно, камеры, которые фиксируют аварии, там эти. И у них культура вождения водителей очень уважительная. А не так, как у нас, где камеры есть, нормально ездят, где камеры нету, зеленый свет, красный свет, вообще не реагируют. Водители уже бешено, очень бешено ездят. Конкретно ваш вопрос вот касается камер, да? Ну, мне кажется, Григорий сам ответил на вопрос ключевой. Да? Здесь культура вождения действительно требует очень внимательного отношения с точки зрения каждого, кто садится за руль. Вы должны прекрасно понимать, в каком городе вы ездите. Город Якутск – один из самых автомобилизированных городов на территории Российской Федерации. У нас только в городе Якутске транспортных средств почти чуть меньше 150 тысяч стоит, поставленных на учет в ГАИ. Приплюсуйте сюда автомобили, которые поставлены на учет в районах и улусах республики, плюс автомобили, которые стоят на учете в других субъектов Российской Федерации, либо на иностранных государствах, те же киргизские, либо армянские номера. Получим под еще добавок там, десяток тысяч автомобилей. Поэтому здесь нужно очень сильно уважительно относиться друг к другу на дороге, соблюдать неукоснительно все правила дорожного движения, перестать нарушать две сплошные, следовать всем требованиям светофоров. И тогда, конечно, уровень безопасности будет расти. Поэтому здесь, конечно, культура вождения, уважение ко всем представителям дорожного движения, она должна быть обязательной. Поэтому это принимается. Что касается вопроса, связанного с развитием инфраструктуры, я здесь полностью согласен. Мы в городе Якутске пошли по этому пути и от застройщиков требуем вложения в инфраструктуру тоже. Это вылилось у нас в конкретно нормативный правовой акт, который мы приняли с депутатами Якутской городской думы в конце 2025 года и ввели на территорию нашего города инфраструктурный сбор. Сегодня по 3000 рублей с каждого квадратного метра многоквартирного дома, который строится, в рамках соглашения будет направлены эти средства на строительство школ в первую очередь. Вот, например, так мы работаем. Еще поступают звонки. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здорово. Ага. У меня вопрос по микрорайону Сатал. Микрорайон именно Северный. Когда будут ездить автобусы? Микрорайон Сатал мы запустили 106-й маршрут, по-моему, 2 года назад уже прошло. И он показывает свою востребованность, он функционирует. Мы должны сделать что? Должны пробить через Сатал центральную улицу сквозную к микрорайону Северный. И я надеюсь, что вот с текущего года мы начнем подвоз и работу общественного транспорта на территории микрорайона Северный, поскольку активная застройка в микрорайоне Северном начинается, там более 1100 земельных участков было в свое время
Сейчас, по последним данным, там более 25% уже есть освоение. Да, поэтому необходимость и запуска общественный транспорт там присутствует. Будем думать, это будет либо подвозной маршрут, который будет подвозить людей к Намскому тракту, и далее, чтобы можно было пересесть на регулярные автобусы, которые обслуживают пригороды города Якутска. Еще один звонок в студии. Здравствуйте, говорите ваш вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Мен вопросы итарнымын. Мертен. Истевина дроба. Бұл Петральсе 81 дроп 1 ден жиығы опсайкл робын. Оны олла мер бола қағанара управляющий компаниялары контрольға алым, үлелерін контрольға алым дебіті. Дебіті ма? Оны тағая мен бола заявление хұры бұтым. Мерге. Тоға бұл февралиға әмеске корпорацияларын үлелерігер ұлатынлар бұдылар деп, онлар тоға үлеләвәттері тоқтырым қолы үддеті тұралылар. Сөп, мақтал, вопрос. Оны болла, тибепен болла, аллара жақтар болла әтер. Бұл мері бапыроға болытақ. Оны тоға зілесіне бұғарар деп. Управление муниципальных инспекций, Дембар. Бұл управление муниципальных инспекций тоққа бар. Эти найрамдал мағыңа ойғығығар бар, кенелер ете ылылыбыт үйлене полномочияны толыру оңыролдар жүкісі қораққа. Кенелер ете ғыны ұлаппытын беребекелектақтары, кухағаны кем қадды хүлелерін беребекелектақтары. Нәгінар антон управление муниципальных инспекций дейінгет ол бәғыт ханағыт үлесте қытып, оны заявление антын қалдыры қытып. Еще один звонок в студии. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Ага. Говорите. Евгений Николаевич. Ага, истевин здорово. Здорово. Бұл марқа микрорайонаттан пилема виднениянтан Тидевит Степан Тойраманович темін. Деги көрдөжеті бет, бұл микрорайонға жепулай автобусна остановканы мұттырырға. Маганская тракада, Анатолий Романович. Маганский тракт 2 километр, это... Өдетім, ғынтыр декеду, нара маған декеду. Сентер декеду ауылда. Сентер дек, әба, өдетім. Көрі оғылар, осколалар күгін нахар еденелер. Хорошо, ехеттім. Тоққа келер әппет, заявкаға, нара очерат бұғытынан оңырлуға, қылын ақсын бігеге, онну ғылас тоқта болу қораққа келер әбет, үліға. Ардығар ары елбәқ болар, тоғынтын алыра түспәппет. Біліңі тұрғынан жүгісі қораққа ағуын әтті ғылас тоқта бол бар. Мен көрөбінен сүйінен болықтақ жүгісі қораққа. Негінен Маганская тарақы кәмекәлі тұру рұқпыт. Кыллар болдан төхінен түргеннек оңырхатық бұд. Бағыба. Евгений Николаевич, в это воскресенье будет праздноваться День отца в Республике Саха-Якутии. Я знаю то, что существует Совет отцов города Якутска. Чем они занимаются? Наверное, в первоочередном это вопросы наставничества, да? У Совета отцов, надо у Совета отцов больше спрашивать, чем они занимаются. Занимаются правильными вещами, в общем. Здесь выстраивание доверительных отношений между поколениями отцы и дети, да, вот это вопрос извечный, который сколько человечество живет, столько оно и есть. Поэтому с учетом нашей специфики, с учетом нашего культурного кода, с учетом нашей объективной реальности, в которой мы живем, та работа, которую Совет отцов проводит, она, конечно, невозможно ее переоценить. Поэтому они работают в разных направлениях, не только наставничество. Но вот в эти выходные будет слет отцов города Якутска, да? О чем там будут говорить? Мы с моими единомышленниками, вне рамок, конечно, Совета отцов, но с моими друзьями, соратниками, боксерами по линии Федерации бокса города Якутска, это Василий Михайлович Егоров, Филипп Сергеевич Седых, активно проводим работу, связанную с Владимиром Владимировичем Аржаков, мой заместитель, активно в этом тоже участвует. Проводим работу по боксерам, парням, которые в городе Якутске сегодня воспитываются матерями-одиночками. И здесь для себя взяли эту задачу сложную уже, наверное, несколько месяцев.
И с парнями проводим вместе мероприятия, которые должны были они проводить с отцами. Выезжаем на природу, рыбалка, охота, стрельба, какие-то спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми, мотивация, проверяем успеваемость в школах, какие-то консультации в случае необходимости. И это такая социальная нагрузка, которую мы взяли для того, чтобы дать возможность вырасти поколению, которое, парням без того, чтобы они чувствовали себя обделенными вниманием отцов. К сожалению, есть такая проблема. Сегодня несколько тысяч детей, мальчиков в частности, школьного возраста воспитываются без участия отца по разным причинам. Есть, к сожалению, тех, у кого отцы погибли по тем или иным обстоятельствам. Есть те, которые вообще непонятная мне история, отец просто отказался от ребенка. Да, такого я мужчиной назвать не могу, это особь мужского пола, допустим. И за них мы должны всю эту работу взять. И мы со Советом отцов города Якутска встретимся, чтобы поделиться нашим небольшим опытом и выслушать их большой опыт. И хотелось бы транслировать нашу маленькую практику на как можно большее количество, чтобы к нам, боксерам, допустим, подключились борцы, лыжники, волейболисты, и так дальше, да, пошли по всем грядкам. Плюс подвозовем в это дело крупные предприятия, у которых, наверное, тоже работают матери-одиночки, да, которым сложно ввиду реальных объективных обстоятельств. Они с утра до вечера работают, чтобы прокормить их, и чтобы на выходной можно было парней забрать днем, они могли бы сходить заняться собой, навести порядок, маникюр, педикюр, салоны красоты, магазин сходить. Это легко получилось, и мы видим, что это обратную связь от матерей получили, что ребята лучше учиться стали. Об этом мы поговорим, там более 200 мужчин, отцов собирается на это мероприятие, поговорим, поделимся друг с другом опытом, выработаем общую резолюцию, направление, как это делать, чтобы к этому подойти еще с большим энтузиазмом, с большими ресурсами. Очень радует, что к этой работе подключаются и предприниматели, которые добровольно дают свои мощности. Например, Салгын парк в парке находится, дает нам возможность, чтобы ребята играли там VR, свободный полет, эти все ребята позволяли также, кто занимается зимней рыбалкой, свозить наших ребят на рыбалку. Всем спасибо. Очень хорошее начинание, и дай бог, что масштабируется на многих тысяч детей. Мы постараемся. Спасибо большое, что уделили время и пришли к нам сегодня в студию. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире. До свидания. Спасибо.